Всем здравствуйте, с вами я, Алена Алексеева, и вы на канале Алексеева Лайф. Сегодня я начну свой выпуск, естественно, с Мамбета в Питере. Как же я так 44 года жил в Мамбетятнике, в Якутии, там, дыре в такой вообще. Оказывается, вот есть все для людей, и тротуары, и метро. Ну что сказать, это, на мой взгляд, достаточно показательное, классное в своем роде событие, которое произошло в нашем Мухосранске. Ну, человек уехал в Питер, проработал здесь какое-то время, как говорят, работал в ГИБДД, в Хатасах. Не суть важно, что и как, да, но вот складывается впечатление, что кроме Хатасов человек нигде, в принципе, и не бывал. И Питер – это прямо что-то для него. Нет, я обожаю нашу северную столицу, я очень люблю архитектуру, я очень люблю культуру, я очень люблю атмосферу, я даже люблю погоду в Питере. Но ехать в метро и бесконечно восхищаться тем, посмотрите, как здесь чисто. Чувак, там чисто, потому что там не мусорят так, как, возможно, ты это делал здесь, в Якутске или в Хатасах. Вот и все. Ну и самое, конечно, показательное – это комментарии людей. Просто разнесли его в пух и прах. А по факту что? По факту человек сказал правду. Но, как обычно, люди у нас привыкли обращать внимание не на содержание, а на форму. То есть можно любое говнецо упаковать красивенько, преподнести, и будет хорошо. И людям будет приятно. Люди любят, чтобы их так хорошо-хорошо, ласково-ласково чем-то там задабривали. Неважно, что внутри под этой блестящей оберткой. А человек просто сказал так, как есть. По факту. Он, конечно, не обратил внимания на единственный важный момент, что каждый вот так вот относящийся к своей родине, ну, неважно, есть у него патриотические чувства, нету, да, но в любом случае каждый, кто относится вот так потребительски к тому месту, где живет, он в любом случае его превратит и в болото, и в Мухосранск, и во что угодно. Это просто такие причинно-следственные связи. И человек, который восхищается крупным городом, выходит из метро и с восхищением смотрит на мраморную отделку зданий и так далее. Ну, во-первых, съезди, пожалуйста, сначала еще куда-нибудь. Ну, так, для разнообразия, для кругозора, для сравнения, опять же, есть другие места, не менее красивые, не менее впечатляющие. Те же самые пирамиды в Гизе. Но это было построено 1000 лет тому назад. Съезди в Сингапур, съезди в Арабские Эмираты. Может, тебе тогда и Питер тоже покажется Мухосранском. Ну, как бы все познается в сравнении, да? И счастье внутри нас. Если ты бежишь от себя, ну, собственно говоря, так и будешь бегать. Земля-то круглая. Но, опять же, если земля вся станет одним большим Мухосранском, ну, тогда придется, видимо, договариваться с Илоном Маском, чтобы он тебя отправил жить на Марс. Ну, как-то так. И потом с Марса ты будешь вещать о том, фу-фу-фу, какая земля же Мухосранск, оказывается, все-таки. Ну и комментаторы, конечно, тоже добавили, да, вот этого штриха к портрету Мухосранска, что вот действительно, в принципе, есть смысл бежать не только от того, что здесь грязно и неблагоустроено, а еще от того, что люди очень злые. Вы что такие злые-то? Ну, правда же, что глаза колят. Но, понимаете, чтобы действительно восхищаться своей родиной, нужно что-то делать для этой родины. Вот не нарушать этот баланс, давать, брать. Если ты все время берешь, то ты просто ничего после себя и не оставишь. Ну и такое, опять же, потребительское отношение толкает людей на участие в различных лотереях и розыгрышах. Ну и, конечно, я не могла обойти тему недавнего скандала с розыгрышами в лотерее Комистюген. Призовой фонд 15 миллионов. Самые известные звезды, артисты, блогеры призывают купить билеты для участия в этой лотерее. Ну, конечно, конечно. Ну, как же мы можем обойти вниманием и как же мы можем не поучаствовать в этом, да? Как меня, вот знаете, уже достала эта бесконечная вера в чудо, в то, что ты вложишь какую-то 1000 и выиграешь что-то такое большое, классное, светящееся. Ну нет, ну не бывает.
Не бывает такого. Организаторы молодцы, конечно. Они прям так по всей республике мощно прошлись. Там точки, в этом улусе, в том улусе, да. Ну, основательно. Билеты действительно были проданы. Другое дело, что, конечно, опять же, непонятно, как происходил учет, потому что по финальному розыгрышу, который прошел 15 октября, и где началась какая-то вот эта непонятка. Приносим еще раз извинения за задержку. Завтра... От лица организатора. Завтра во сколько часов начинаем тогда розыгрыш? Завтра? Окей, все. Организаторы нам сообщат, когда полностью загрузят номера. Друзья, вы можете посмотреть информацию на нашей странице. В скором времени мы сейчас все там туда напишем. Номера попали, какие-то номера не попали, какой-то сбой системы, куча извинений, а мы переделаем, провели на следующий день, опять что-то пошло не так. Теперь организаторы откладывают это на 23 октября. Ну, не знаю, еще плюс обещают докупить какие-то призы. Ну, в общем, какая-то непонятная чехарда. Но, люди, давайте я вам дам просто вот такой вот кратенький чек-лист. Я знаю, что слово испорчено, испохаблено, испоганено, ну, неважно. Это называется чек-лист. Да? Первое, на что вы должны обращать внимание, когда происходит какой-то розыгрыш, ну, анонсируется, вы заходите и смотрите на информацию об организаторах, об учредителях, о том, какой призовой фонд, что это за призы. И эта информация должна быть четкая, ясная и прозрачная. Должны быть обязательно все исходные данные, включая ИНН, ОГРН, там, я не знаю, да, ну, какие-то данные, по которым можно отследить, насколько добросовестные люди пытаются провести то или иное мероприятие. Если этой информации нет, ну, значит, уже можно, в принципе, не включаться. Дальше по призам. Ну, вот никого не смутило, да, что такая машина, как Dodge Ram, выставлена в качестве приза. Какого она года? А где эта машина стоит? А почему она не перевязанная бантиком стоит где-нибудь? Почему она ездит по городу? Почему попадает в ДТП? Ну, потому что, скорее всего, таким образом решили реализовать этот автомобиль. Он на самом деле очень затратный автомобиль. Он очень много топлива потребляет прежде всего. Одна замена масла на нем стоит очень-очень больших денег. И я не думаю, что среднестатистический участник розыгрышей или лотерей, который сам не может заработать на машину, а надеется на чудо, может заработать на бензин для этой машины. Вряд ли. Опять же, если она бэушная и ездит себе спокойно по городу, а какое у нее состояние салона? А какое вообще у нее техническое состояние? А может, на нем вообще ездили, я не знаю, там, по долинам и по взгорьям, износили машину настолько, что ее уже не покупают по объявлениям. И даже если вы подумаете, ну что такого, да, я заплатил 1000, получил Dodge Ram зато, я могу его продать дешево. Ну, во-первых, надо найти такого покупателя. Ну, в принципе, да, можно продать. Ну, а вдруг вы будете возиться? А вдруг она какая-нибудь там, я не знаю, как это называется, конструктор, да? А вдруг у нее что-то по документам не в порядке? Вы же ничего этого не знаете. И вот вы начинаете рассчитывать на какую-то вот эту вот бесконечную халяву. Вы ничего не проверяете, вообще ничего. Трактор, он вообще жив? Или, может быть, уже весь на износе после сенокоса? Что за отношения? Почему вы настолько себя не уважаете? Почему вы настолько себя не цените? И знаете, вот самое, что здесь опасное, да, опять же, то, что в таких розыгрышах участвуют люди, которые в жизни, по большому счету, мало чего добились. Ну, конечно, какой-то процент есть таких авантюристов, да, авось повезет, ну, подумаешь, 1000. Но люди, которые ценят себя, люди, которые ценят свои деньги, люди, которые ценят свое время, потраченное на труд, на работу, на формирование карьеры, они не будут этим заниматься. А те, которые изначально себя не ценят, они себя еще больше обесценивают. И тогда, когда они проигрывают, ну а представьте, сколько вообще участников, ну, конечно, шансы малы. И тот, кто в очередной раз проиграл в очередном розыгрыше или в лотерее, еще больше перестает верить в себя. Изначально в себя не верил, а после этого еще меньше стал верить в себя. И вот так вот у нас плодятся неудачники. То есть человек думает, блин, да я даже в такой дебильной лотерее не выиграл, ну я прям совсем неудачник. Ну, ладно, не будем забегать вперед. 23 числа будет финальный розыгрыш. Там, может быть, люди, конечно, чего-то добьются, что-то довыиграют. Но, опять же, да, я вот читала комментарии.
под постами, где организаторы извиняются, что вот в этот раз не получилось, потом они извиняются во второй раз, что и в этот раз не получилось. И знаете, как себя люди ведут там? Они понимают, что их уже нагнули, да, и они такие говорят: только, пожалуйста, ну не нагибайте нас так, вот так, в принципе, еще терпимо, а вот так вот уже нетерпимо, а вот так, понимаете, это просто унижение человеческого достоинства. И вы готовы терпеть вот такое скотское к вам отношение, несмотря ни на что. И в следующем году опять побежите на очередной розыгрыш, и опять будете говорить: больно, 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 пожалуйста, нет. Что это такое? Давайте немножко так пройдемся для того, чтобы вам закрепить эту тему. Да? Что у нас было до этого? Розыгрыш микроавтобуса УАЗ от Байнай-центра в 2016 году. Розыгрыш квартиры на Рождественской звезде в 2017 году. Лотерея на дне города в Нюрбе, где тоже разыгрывался автомобиль. Ну и самое шумное, конечно, самое скандальное, опять же, мероприятие, потому что с участием самого Леонида Якубовича это вечер чудес. Ну и опять же вы скажете, что все-таки в итоге те люди, которые выиграли, они же получили свои призы. Но каким потом и кровью им пришлось это делать? Сколько раз они писали к этим организаторам? Сколько раз им приходилось обращаться к журналистам, к блогерам? И только, как правило, с участием СМИ или других публичных людей вот такие вопросы решались. Но это нормально, по-вашему? О каком человеческом или национальном достоинстве можно вообще говорить, если мы вот так вот себя ведем и позволяем так с собой обращаться? Хочется, конечно, добавить: «Дей, беги, сахалар», да, и что? Где вообще, как? Где вот этот достойный народ? Ну и даже вот эти вот летние розыгрыши, помните, когда разыгрывали машину, ВИЦ, по-моему, и опять же дом. Подпишись на страницу и участвуй в розыгрыше. Ну держите карман шире. Ну кто вам за подписку будет давать целый дом или целую машину? Ну, думайте, на вас просто зарабатывают, и вы такие типа: ну подумаешь, что такого, я подписался, да и все. Ну, кто-то на вас заработал. Вам это приятно? Так должно быть. Люди вообще должны получать идею о том, что это республика лохов, и здесь можно вот так вот просто брать и зарабатывать, продавая какие-то аккаунты. Потом там открываются какие-то магазины под этими аккаунтами. Да, понятно, можно отписаться, но дело же не в этом. Дело вот во всем вот этом, вот весь этот флер, понимаете? Флер обмана и лохов. Чудо-таблетки для похудения. Ну, такой же обман. Такая же вера в чудо. Вот я сожру пачечку вот этих таблеточек, да, и резко стану стройная и красивая. Нет, не станешь. Ты будешь больная с отвисшей кожей. И люди до сих пор ведутся. Ну, уже сколько сказано, перерассказано, что это достаточно опасно. Ну, либо это бесполезно, либо это опасно. А опасность в чем? Опасность в компонентах. Как правило, в таблетках для похудения есть один основной компонент, который, ну, так или иначе влияет, да, это сибутрамин. Ну, или сибутраминогидрохлорид. Да, у меня была 5 по химии. Это такое анорексогенное лекарственное средство, но у него очень страшная побочка. В некоторых случаях это может приводить даже к неким галлюциногенным реакциям, может вызывать наркотическую зависимость. Опять же, кстати говоря, если при этом у вас есть склонность. То есть, если вы знаете, что у вас в привычке каждый вечер по баночке пива выпить, а то и по 2, то вам вообще такое противопоказано. Вам, в принципе, нужно менять образ жизни и питание, да? А не таблеточками баловаться. Головные боли, тошнота, диарея, запоры – это вообще как бы стандартный набор последствий приема этих препаратов. Но это же просто внешние проявления. То, что происходит у вас внутри, вы даже знать не знаете. Об этом вы узнаете потом. В общем, прежде чем вестись на какую-то манящую рекламу от очередного прекрасного артиста или от очередного прекрасного блогера, который вам советует выпить таблеточку и похудеть к какому-то празднику, поищите информацию в интернет. Но сейчас этого добра навалом. Просто заходите, вбиваете название препарата, допустим, таблетки, такие-то, такие-то, отзывы. И читаете отзывы. Читайте не первые попавшиеся, там еще могут рекламодатели проплатить. Так, чтобы по очередности эти отзывы выходили первыми. Почитайте внимательно 2, 3, 4 на первой странице отзывов и дальше на последующих еще. Вот там самое интересное, как правило, бывает.
Я просто читала один страшный отзыв женщины, которая принимала одни определенные таблетки для похудения, хотела за месяц подготовиться к свадьбе друзей или родственников, я уже не помню. В общем, хотела быть красивой, да. Ну что, что она? Она похудела, да. Ну, у нее вот так вот висела кожа, вот здесь вот, тряпочкой такой, да. То есть на фотографиях было видно это все. Во-вторых, у нее кожа начала покрываться синяками. Ну, потому что это влияние на сердечно-сосудистую систему в том числе. Нажимаешь на кожу, и там остается синяк. И вот она вся в пластырях, там, в шарфиках каких-то, ну, стройная. В общем, смотря какой посыл вы закидываете в космос, во Вселенную, так сказать. Хотела быть стройной, на, получи. Но никто не говорил про обвисшую кожу или про синяки. И вот здесь я бы хотела обратиться к родителям, потому что, ну вот тема, кстати говоря, воспитания детей очень неплохо зашла, о том, какие моменты необходимо учитывать при воспитании детей. А правильно ли вы им сказки читаете? А нету ли у вас на полке до сих пор книжки про Золушку, или про кота в сапогах, или по щучьему велению, да? Потому что это все те самые сказки, которые формируют у людей ощущение, что кто-то придет и разведет тучи руками, и оттуда посыпется денег, тьма, прискачет принц на белом коне или на белом додж-раме, я не знаю, на чем-нибудь, и решит все твои проблемы. Нет, это же не так происходит. Давайте читать правильные сказки детям. Вот одна из моих любимых детских сказок, ну, когда я вот была в возрасте 8-10 лет, это Юрий Олеша «Три толстяка». Классная сказка? Классная. Чиполлино. Классная сказка. Джанни Родари. Отличная сказка. Она подготовит людей к настоящей жизни, к той самой правильной. Какая мораль сегодняшнего выпуска? Я бы хотела все-таки заострить внимание на том, что, может быть, мы наконец-то развернемся к самим себе лицом и не будем ни от кого ничего ждать. И постараемся сделать из нашего болота какое-то более прекрасное место. И постараемся сами честным трудом заработать, чтобы не рассчитывать на удачу в каких-то дурацких розыгрышах. Я придерживаюсь мнения, что нет ничего такого, чего бы человек сам не смог. Что возможно абсолютно все. И я придерживаюсь мнения, что в человеке есть изначально ресурс для того, чтобы сделать и себя лучше, и жизнь свою лучше. Ну, на этом на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами была Алена Алексеева. Алексеева Лайф. До встречи. И меня смотрят думающие люди.